Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. 13 сентября в России состоится единый день голосования. В этот день жители 83 регионов смогут проголосовать на выборах разных уровней. Кого и как выбираем у нас в Якутии? Можно ли голосовать досрочно и как найти удобный избирательный участок? Об этом мы поговорим с председателем Центральной избирательной комиссии Якутии Алексеем Ефимовым. Алексей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Осталось буквально пару дней до единого дня голосования, 13 сентября этого года. Мы знаем, что в республике проводится 228 избирательных кампаний. Как идет подготовка к проведению выборов? Как ведется взаимодействие с избирательными комиссиями муниципальных образований и другими ведомствами? Другими словами, как мы подготовились к этому дню? Да. Избирательная кампания вступила в заключительный этап. Сегодня все кандидаты зарегистрированы, избирательные бюллетени напечатаны и доставлены в избирательные комиссии. Полным ходом идет предвыборная агитация кандидатов. В субботу перед днем голосования наступает так называемый день тишины, когда запрещена агитация. Но вы правильно сказали, что действительно будет проведено 228 избирательных кампаний. Ну, начнем с выборов районного уровня. В этот день в 3 районах будут проводиться выборы глав. Это выборы глав Хангаласского, Амгинского и Сунтарского районов. Также будут районного уровня выборы будут проводиться по дополнительным выборам депутатов представительных органов в Верхнеколымском, Верхоянском, Аймеконском, Тампонском и Татинском районах. Кроме того, в городе Якутске тоже будут дополнительные выборы в 6 избирательных участках по центральному одномандатному округу, где будут выбирать дополнительно одного депутата Якутской городской думы. Так, ну, больше всего, конечно, выборной кампании это выборы поселенческого уровня, то есть на уровне городов, поселков и наследов. Вот на этом уровне будут назначены выборы глав 103 поселений, а также будут проводиться выборы депутатов представительных органов в 116 поселениях. В целом 13 сентября в единый день голосования всего по республике будет замещено 1164 мандата. И выборы состоятся в городе Якутске и практически во всех районах республики, кроме Анабарского, Верхневлюйского, Жиганского и Момского районов. Кандидаты на этих выборах выдвинуты от всех 4 парламентских партий, то есть от «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. Кроме этих 4 парламентских партий, еще 3 партии участвуют в выборах. Это партия «Гражданская платформа», партия «Народ против коррупции» и партия «Социальной защиты». Также активно участвуют в этой избирательной кампании и самовыдвиженцы. Что касается конкуренции, то она есть. Так, по выборам глав районов и депутатов, то есть глав районов и поселений, а также на выборах депутатов районного уровня, в среднем по 3 кандидата претендуют на 1 мандат. Чуть меньше конкуренции это на выборах депутатов поселенческого уровня, но там тоже достаточная конкуренция имеется. Совместно с органами исполнительной власти республики и главами муниципальных образований осуществляется комплекс мер по вопросам содействия избирательным комиссиям при подготовке и проведении предстоящих муниципальных выборов. Все избирательные комиссии обеспечены необходимыми помещениями, компьютерным оборудованием, техникой, сейфами, средствами связи и транспортом.
Совместно с правоохранительными органами проработан вопрос обеспечения безопасности на избирательных участках и сохранности избирательной документации. МВД разработан план по содействию избирательным комиссиям в обеспечении охраны общественного порядка. За 2 суток до дня голосования под круглосуточную охрану будут взяты помещения избирательных участков. Будет также обеспечено сопровождение по доставке избирательных бюллетеней на избирательные участки. Так что, резюмируя, можно сказать, что избирательные комиссии полностью готовы к проведению голосования 13 сентября. Я вижу, охват колоссальный, практически вся республика, но тем не менее, сколько всего избирателей сможет проголосовать в день выборов и какова, на ваш взгляд, будет активность избирателей 13 сентября? По предварительным данным, на территориях, где будут проводиться выборы, зарегистрировано более 183 тысяч избирателей, что составляет 28% избирателей всей республики. Что касается насчет активности, якутяне всегда показывают высокую активность на выборах по сравнению с другими регионами. Наши избирательные комиссии делают все возможное, чтобы каждый избиратель обладал полной и достоверной информацией о самих выборах, сроках, кандидатах, адресе избирательного участка и так далее. Большое внимание уделяем работе с молодежью, повышению правовой культуры избирателей, работаем с институтами гражданского общества, со всеми, кто к нам обращается. Поэтому мы уверены, что выборы состоятся при высокой активности, несмотря на то, что это период отпусков и дачного сезона. Ну, скажите, а какие 13 числа меры принимаются для обеспечения безопасности на избирательных участках, как и для граждан, так и для членов участковых избирательных комиссий? Да, пандемия, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, обязала придерживаться определенных требований для обеспечения безопасности людей. У нас уже есть опыт проведения голосования в сложных санитарно-эпидемиологических условиях. Для этого Роспотребнадзором разработаны рекомендации для избирательной комиссии по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Мы руководствуемся этими правилами. Наши избирательные комиссии совместно с органами местного самоуправления готовят помещения для голосования, принимают меры для обеспечения средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами участников избирательного процесса. По графику будет проводиться санитарная обработка помещений для голосования, будет обеспечено необходимое расстояние между участниками голосования при проведении голосования. Предусмотрена ли процедура досрочного голосования на муниципальных выборах? И если да, то в какие сроки и как проходит досрочное голосование или уже прошло на территории нашей республики? Да, республиканским законом о муниципальных выборах предусмотрено 2 вида досрочного голосования. Первое – это традиционное, это когда избиратели, которые по уважительной причине, то есть в связи с отпуском, командировкой, режимом трудовой или учебной деятельности, или состоянием здоровья, либо по иным уважительным причинам, будет отсутствовать 13 сентября по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательный участок в тот день, то ему предоставляется возможность проголосовать досрочно, но не ранее, чем за 10 дней до дня голосования. То есть такое голосование идет, начиная со 2 сентября, включительно по 12 сентября будет проводиться. Избиратель при этом голосует в помещении участковой комиссии. Избиратель, голосующий досрочно, лично подает в участковую комиссию заявление, в котором указывает причину досрочного голосования. По состоянию на 10 сентября досрочно в помещениях УИК проголосовало более 3500 избирателей. Второй вид досрочного голосования – это досрочное голосование избирателей, находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях.
Данный вид досрочного голосования, согласно закону, проводится не ранее, чем за 20 дней до дня голосования, то есть оно началось уже 23 августа и продолжается вплоть до 12 сентября включительно. Основная категория избирателей, голосующих в досрочно труднодоступных и отдаленных местностях, это оленеводы, охотники, рыбаки, метеорологи, сенокосчики, вахтовики и другие. Для осуществления голосования этих избирателей членам УИК приходится добираться к ним на вертолетах, моторных лодках, автомашинах и иногда даже на лошадях. По состоянию на 10 сентября проголосовало всего досрочно 374 избирателя, находящихся в 113 отдаленных и труднодоступных местностях. Ну а какие новшества ждут Якутию в части проведения голосования в этом году? Интересует, в частности, может быть, что-то изменится в досрочном голосовании и электронное голосование? Конечно, избирательное законодательство постоянно совершенствуется. И в этом году тоже федеральное законодательство по выборам были внесены изменения, связанные с введением режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации на соответствующей территории. И весной мы применили эти новшества, когда были отложены выборы главы Хангаласского района и муниципальные выборы еще в 2 поселениях с целью избежания рисков распространения коронавирусной инфекции. Также были внесены изменения в форму подписных листов для кандидатов. Так был снижен допустимый лимит брака в подписных листах от 10 до 5%. В общем, до 5% снижен. 13 мая Госдума России приняла закон о проведении также дистанционного электронного голосования. Документом разрешается голосовать на выборах по почте и дистанционно. Вместе с тем необходимо сказать, что дистанционное электронное голосование будет этой осенью применяться только на дополнительных выборах депутата Госдумы на территории Курской и Ярославской областей. К слову сказать, 31 августа я принял участие в первом публичном общественном тестировании системы дистанционного электронного голосования, которое будет там применяться. Могу сказать, что дистанционное электронное голосование – это удобно. Поэтому ждем внедрения этой системы на территории всей России. В настоящее время Ростелеком разрабатывает систему дистанционного электронного голосования на базе технологии блокчейн. Кроме того, 31 июля текущего года в Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав граждан было внесено еще следующее новшество. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, голосование может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более 3 дней. Законом может быть предусмотрено, что указанное решение при проведении выборов в органах местного самоуправления принимает избирательная комиссия субъекта Российской Федерации. Но на предстоящих выборах эта норма не будет применяться, как принятая после опубликования решений о назначении выборов. Однако, по постановлению Центризбиркома России, на предстоящих выборах самим комиссиям, организующим выборы, было дано право при необходимости применить дополнительные формы организации голосования. Этим у нас воспользовалась Нерюнгринская избирательная комиссия, которая приняла решение о проведении голосования вне помещения в течение 3 дней на дополнительных выборах депутата Нерюнгринский городской совет, а также на выборах главы поселка Беркакит. Все эти вышеназванные мною новшества призваны повысить легитимность выборов и в целом добиться строгого обеспечения максимальной прозрачности, открытости выборов, повышения доверия к выборам всех уровней. Скажите, а как будут рассматриваться жалобы или какие-либо обращения участников избирательного процесса в день голосования? В какие сроки они будут рассмотрены? Все поступающие в нашу комиссию обращения рассматриваются незамедлительно и указанный законом срок.
Вот так в нашу комиссию поступали обращения кандидатов и избирателей с просьбой разъяснить отдельные положения действующего избирательного законодательства о муниципальных выборах. В обращениях не содержалась информация о нарушении законодательства. По всем поступившим обращениям заявителям даны исчерпывающие ответы в установленный законом срок. В судах же республики рассмотрено 3 административных иска кандидатов. Это в Мирнинском, Верхнеколымском районных судах и в Якутском городском суде. По 2 искам обжаловались решения избирательной комиссии муниципальных образований о регистрации других кандидатов. Еще по 1 иску обжаловалось решение ИКМО об отказе в регистрации кандидата. По всем 3 этим искам судами отказано в удовлетворении исковых требований, и решения избирательной комиссии по всем этим 3 делам признаны законными. Скажите, а будут ли на этих выборах наблюдатели? Конечно, на любых выборах предусмотрено присутствие наблюдателей. На муниципальных выборах право назначить наблюдателей имеют все кандидаты, а также Общественная палата России и Общественная палата Республики Саха-Якутия. По предварительным данным, у нас зарегистрировано по состоянию на 10 сентября всего 1062 наблюдателя. Ну и в завершении нашей беседы, что бы вы хотели пожелать участникам предстоящих выборов, как кандидатам, так и избирателям? Кандидатам я хочу пожелать неукоснительного соблюдения избирательного законодательства и уважительного отношения к соперникам, избирателям и членам избирательной комиссии. Что касается избирателей, пользуясь случаем, я хочу призвать их всех использовать свое право, данное Конституцией Российской Федерации, и прийти на выборы и проголосовать. Желаю всем здоровья и хорошего настроения. Алексей Михайлович, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Всего доброго. Это была программа «Актуальное интервью». О подготовке к предстоящему единому дню голосования 13 сентября мы говорили с председателем Центральной избирательной комиссии Республики Алексеем Ефимовым. До встречи в эфире.